Российским железным дорогам надоело ждать решения чиновников российских относительно совместной продажи пакетов акций Якутугля и Эльги-Угля. И железнодорожники решили продать свой пакет в Эльги-Угле самостоятельно. Проблема в том, что Высший арбитражный суд Российской Федерации в конце прошлого года отказался утвердить мировое соглашение между Якутией и Росимуществом относительно того, как будут дальше поступать с акциями вот этих двух угольных компаний. Основанием для такого отказа утвердить мировое соглашение послужило то, что через суд было признано незаконным постановление правительства нашей республики о приватизации Якутугля. Накануне министр образования Феодосия Габышева рассказала журналистам о том, что она воспользовалась церемонией вручения правительственных наград в Кремле и пригласила президента Путина посетить нашу республику в этом году в связи с празднованием 307. Накануне министр образования Феодосия Габышева рассказала журналистам о том, что она воспользовалась церемонией вручения правительственных наград в Кремле и пригласила президента Путина посетить нашу республику в этом году в связи с празднованием 375-летия вхождения Якутии в состав российского государства. Накануне в спорткомплексе 50 лет Победы начались игры третьего полуфинала чемпионата России по волейболу в группе «Б» высшей лиги. Для участия в этих играх приехала в столицу нашей республики команды из 6 регионов Сибири и Дальнего Востока. Нашу республику на этом турнире представляет Алроса из Ленска. Надо сказать, что после второго полуфинала ленчане лидируют в этой группе. Ну а что касается их встреч уже в этом третьем полуфинале, то одна из них состоится завтра, а вторая игра 4 марта. Прокуратура Мирного накануне предъявила обвинение несовершеннолетней жительнице этого города в убийстве своего отца по предварительному сговору. Примерно месяц назад она со своим другом убила отца, для чего воспользовались молодые молотком и ножом. При этом дочка держала ноги своего отца. После убийства труп они вывезли за город и закопали в снегу. Милиционерами 2-го городского отдела милиции Якутска был задержан недавно необычный грабитель. В течение 2 ночей он совершил 3 нападения на один и тот же магазин по улице Автодорожный, продуктовый магазин. И каждый раз в центре его внимания оказывались не деньги, касса, либо спиртное, что, в общем-то, обычно для, скажем так, этого не очень благополучного района города, а исключительно морепродукты. Причем в один из этих набегов грабитель настолько, видимо, истосковался по морепродуктам, что начал есть мороженое кальмары прямо в торговом зале. Все вот эти налеты можно было бы отнести, так сказать, к анекдотичному какому-то случаю, происшествию, если бы во время одного из них грабитель не воспользовался ножом. Он приставлял его к горлу продавщицы. Итак, криминальная ситуация в столице нашей республики. В целом она по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем свидетельствовали все выступавшие сегодня на совещании у президента республики. Доклады сделали исполняющий обязанности прокурора нашей республики, министра внутренних дел, а также исполняющего обязанности главы столичной администрации Игорь Тресков выступили со своим видением этой проблемы. Предлагаю вашему вниманию сейчас интервью начальника городского управления внутренних дел относительно того, что было, что есть и что будет. У нас есть слабые места и проблемы в отношении охраны общественного порядка, совершения преступлений на улицах, профилактики преступлений. И те цифры, которые сегодня у нас уже все озвучены на всех оперативных совещаниях, на коллегиях, свидетельствует о том, что обстановка в городе очень серьезная и требует повседневного контроля. Зарегистрировано более 12 тысяч преступлений, и из них достаточно большую долю составляет именно уличная преступность и в общественных местах. Как быть? Готового рецепта нигде нет, и как президент нашей республики говорил о том, что волшебной палочки у меня нет и не помахаешь. Но здесь на что мы работу свою хотим построить? Это в первую очередь, конечно, на привлечение общественности, общественных формирований, организация работы и реанимация добровольной народной дружины, может быть, в ином виде, как раньше ее понимали. То есть сегодня в первую очередь упор делается на общественность, на активных, на активную часть населения, которая будет нам помогать. Это и старосты домов, и вообще нормальные люди, которым не безразлично положение в городе.
Ну, допустим, в частности, в отношении городской добровольной народной дружины. У нас сегодня, значит, создан при мэрии штаб городского ДНД. Депутатское собрание окружного совета нас поддерживает в этом начинании. Руководители мэрии нас поддерживают для того, чтобы централизовать и активизировать работу всех общественных формирований в управах. И основной упор делается, конечно, это то, что значит, работа вот таких добровольных народных дружин будет строиться в первую очередь на таких организациях, как частное охранное предприятие и службы безопасности предприятий, фирм и так далее. Потому что сегодня наиболее, значит, крепкая часть населения – это, естественно, охранники, и, значит, большинство из них – это бывшие работники правоохранительных органов. Поэтому мы сегодня, значит, попытаемся организовать работу так, чтобы опираться именно на эту категорию жителей. И вот прошедшая конференция, значит, которая была посвящена работе и организации добровольной народной дружины при мэрии, значит, в которой приняли участие достаточно много очень известных и уважаемых людей, в том числе и депутаты Ултумена, показала о том, что этот вопрос для жителей города не безразличен. Это то, что касается общественности, а если иметь в виду непосредственно подразделение управления внутренних дел, что нового, возможно, появится в формах работы, которые на усиление борьбы с правонарушениями? Ну, во-первых, то, что на сегодняшний день, значит, правительство идет нам навстречу республике в отношении увеличения численности, количества сотрудников патрульно-постовой службы. Недавно мы получили 50 человек, значит, в штатной численностью батальон милиции. То есть, естественно, эта плотность нарядов в городе будет увеличена. Значит, второй момент. Мы активизируем работу на участковых пунктах милиции, где организатором работы среди населения должен стать участковый уполномоченный милиции и его ближайший актив, то есть нештатные сотрудники милиции и члены ДНД. В этом плане, значит, мэрия нам идет очень хорошо навстречу, то есть сегодня решается вопрос о выделении несколько помещений для того, чтобы организовать работу именно в тех местах наиболее криминогенных, для того, чтобы предупредить совершение преступлений и административных правонарушений. Кроме этого, вот этих всех моментов, значит, у нас проходит работа в отношении установления технических средств. Ну, там есть и специальные средства, там и, значит, автоматизированная система дежурной части, и мониторинговая система движения контроля за движением подвижными объектами, и, значит, в перспективе видеонаблюдения. То есть все эти вопросы решаются успешно, поэтому можем предполагать, что во втором квартале этого года, значит, эти технические новинки все войдут в нашу жизнь. Выдайте небольшую свою тайну. Скажем, на конец года вы как-то определили себе порог какой-то, насколько должно быть снижение каких-то видов преступлений, либо как? То есть вот лично вы оцените эффективность своей работы в 2007 году каким образом? Ну, у нас всегда существует определенный прогноз, значит, в отношении, значит, преступлений там, и так далее. То есть есть специальные подразделения, которые анализируют работу и предполагают, какие цифры контрольные могут быть к концу года. Ну, сейчас пока трудно судить, что может быть, во всяком случае. Ну, думается, что по некоторым видам преступлений, но я сейчас не хочу уточнять, по каким видам снижения, значит, преступности будет. Ну что же, вопрос о динамике изменения ситуации с криминальной обстановкой в столице нашей республики, наверное, все-таки прозвучал не совсем по адресу. Но это все равно, что у медиков спрашивать, интересоваться, какой будет динамика в развитии заболеваемости населения. Что и говорить, как у медиков, так и у милиционеров тоже лишь часть каких-то средств, которые способны каким-то образом сбить вот этот вал преступности, однако кардинально и существенно повлиять на ситуацию могут не только они, но и, что называется, общественность города и, строго говоря, каждый из нас в отдельности. Между тем, ситуация в столице республики с начала года несколько улучшается. По итогам 2 месяцев отмечается снижение количества таких преступлений, как разбойные нападения, кражи, угоны автомототехники. Ну, хотя в целом положение, в том числе, в общем-то, и в общественном сознании, по-прежнему остается достаточно напряженным. Будем следить за развитием ситуации в этой сфере жизни столицы нашей республики. На сегодня все. До свидания.